Сіздерге рахмет көп-көп. Алладан қайтсын. Отбасыңызға бақ береке берсін. Наша команда менің атамекенім множится. Рахметімді айтам. Бақытты болыңыздар семьяда сіздерді. Мы хотим, чтобы вы присоединялись к нашей команде. Бәрі жұмыста босаған балалар келді. Сіз ойламаңыз, осы қана адамдар деп келіп көңіл түскен. Одан да артық адамдар бар. Наша команда распространяется по всей стране. Ма, бұл саған сыйлық. Атың кім? Ерхан. Алла разы болсын. Это ваши ребята, да? Да. Сейчас еще ребята подтянутся. Это Макуин, моя машина. А где газель? Газелька дома стоит. Я вчера с рейса пришел и оставил дома. Вот она едет еще. Друзья, недавно с нами связались газелисты, ребята, вот здесь 6 машин. Они работают, занимаются грузоперевозками и при этом, при всем, нашли деньги для того, чтобы осуществить благотворительность. Пойдем посмотрим, поговорим с ними. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Значит, вы, получается, как газелисты, организация или просто друзья? Друзья. А как так получилось, что вот эти газели с разного цвета тентами начали дружить между собой? Дружить начали. У нас есть Ербол и Марат, администраторы группы. Они вот собрали нас, получается, а там уже где коллектив, там и сдружились все вместе. Понятно. То есть вы по одному направлению ездите? Нет, все. Кто по городу, кто по межгороду. А как получилось так, что вы, не являясь там олигархами, там, заводами не владея, там, простые ребята, газелисты, нашли деньги для того, чтобы помочь нуждающимся? Вот я вообще ехал, смотрел ваш видеоролик с Ютуба. И потом вот у нас Адико в этом плане, вот как бы он больше продвинут, всегда вот как бы за такие дела за. И как бы с группой решили вот так: ребята, а давайте мы тоже. Ну что, люди такие дела творят, дома дарят. Мы хотя бы давайте вот так, чем сможем, поможем. Все, давай, сказали все, и вот так собрали. Отлично, отлично. А на какую сумму? Пока 100 тысяч. Это неплохо, очень даже неплохо. Надо понимать, что, все равно это значит, ваши семьи недополучат эти деньги в качестве продуктов, там, одежды для детей и так далее. Как вот, когда вот посмотришь такие люди, как живут, охота помочь, охота свою лепту внести в эту вот вашу группу. Ну что, друзья, мы видим, тут ребята пришли не одни, здесь еще вот маленький член семьи растет, наследник бизнеса. Пускай видит, Ага. люди добрые дела совершают. Ага. Пускай учится. Это наше будущее. Ага. Иншаллах. Будет видеть, будет тоже повторять. То есть вы специально это взяли, его, конечно, пускай видит. Вот идут герои современности. Для современного человека принять решение, выделить копейку какой-то чужой, посторонней, незнакомой семье превращается в настоящий героизм. Обычный порошок. 10 килограммов. Друзья, это всегда очень прикольно, когда мужчины занимаются закупкой продуктов. В основном это делают женщины по списку. Они все знают. Но вот у ребят жены сидят дома, и они вот для этой семьи выступают в роли таких членов семьи, которые впервые со списком пришли в продуктовый магазин. За этим очень интересно наблюдать, поэтому давайте вместе с вами понаблюдаем. Пакетки надо. Порошок детский, вот это мыло туалетное, вот это все искать. Уже, не для долларов. Вы на продукты пока идите, картошка, морковь. Где-то, карась другой. Ребята этим движением хотят показать, что не только газелисты могут помогать людям,
Надо подключаться к этому движению, становиться одним из членов большой казахстанской семьи. Просто так многодетных и нуждающихся не бывают. Это все наши казахстанцы, братья. Смотрите, сколько много машин. Это все приехали ребята оказать поддержку продуктами для одной семьи. Короче, план такой. Сейчас вот я спросил, что-то дом не похож на бедный. Но она говорит, что она живет сама во времянке внутри. И там несколько комнат, и они там все проживают. А, это сзади, я думал, временки ставят. Да, поэтому давайте сейчас все продукты прямо возле входа поставим. И спрячемся за вот эту газель. А я ей позвоню, скажу, можете выйти, там почту привезли. А торт потом в конце вот так. Да. Выйдет и с тобой Ага. подойдет. Давай. Сейчас ребята прячутся с тортом за газель. А мы возьмем и позвоним этой девушке. Скажем, что мы почту принесли. Саламат. А этот Гульнур мында тура ма? Иә, мында тұрады. Сіз үйдің иесі ма? Жоқ, мен осы бабушкасымын, иә. Гульнур мында тұрады, да? Иә. Біз Көп баласы бар. иә. Біз Атамекен жобасынан оларға, продукт әкелдік. Бірақ ол сюрприз болсын. Ештеңе айтпаңыз. Маған келіп тұр ма? Мына Атамекен деген бар. Білмеймін. Жігіттер Астанада тұрады. Ораза қабыл болсын. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қабыл болсын. Ораза қабыл болсын. Мы решили вот одной семье, которая у нас на портале Менің Атамекеном заполняла заявку, решили взять, вот подарить все, что нужно. Так, ну и давайте глянем, потому что дом снаружи был очень, скажем так, красивый. А где Гульнур живет, давайте мы с вами посмотрим. Это другой мини-двор. Получается просто пристройка. Да. Мы раньше все так начинали. По идее, я сам жил в такой же временке, когда был молодой. Женился. Это сколько было лет назад? 50? Нет. Где-то 2008, 2007, 2006 года. Кісілерге рахметімді айтам. А неше бала бар? 5 бала бар. 5 бала? Кішкентай бір жарым. Сіз жасыңыз нешеде? 31-демін. Жақсы. Сол балалар мында тұрады. Сіз қай жерде жатасыз, ұйықтайсыз? Анда үлкен қызым жатады кроватта. Ана жерде біз жатамыз. Мына жерде екі ұлым жатады. Тура мына жерде ма? Иә, былай симай. Тура мына жерде, да? Мына жерде екі ұлы. Жоқ, міне жерде екі ұлым жатады. Ана жерде жолдасым, мен, екі қызым, жаңа кішкентай мен, екі қызым жатамыз. Ванна, душ не бар ма? Иә, мына жерде душ пен ванна бар. Ванна емес, душ қой. Туалет, душ. Туалет, душ. Сол енді. Күйеуім денсаулығы жоқ, ауырады. Артрит, хронический аяғын баса алмайды. Только обезболивающиймен жүреді. Тура мынандай проблема. Иә, сосын инфаркт алған, уже 2012-ден бастап жүректен учетта тұрады. Енді денсаулығы жоқ болса да жұмыс істейді, әйтеуір бізді асырайды. Рахметімді айтам. Бақытты болыңыздар семьяда сіздерді. Жақсы. Сау болыңыздар. Алла разы болсын. Здравствуйте. Вы братья? Нет, мы друзья. Салямат. Мы партнеры по работе, вот у нас один бизнес.
в духовности только вот начал приходить и начал осознавать, что нужно помогать людям другим. Как бы притянул, да, вот эту штуку, и в Инстаграме увидел вот эти видео, где ребята помогают. Ну, ориентируемся в районе 50 тысяч тенге на 2 семьи. Давай, ты тогда овощи, да? А я все остальное, масло, курицу и так далее, по мелочи, да? А сколько вам лет? Мне 29 лет, скоро будет 30 через месяц. Женаты? Да, женаты, 2 детей. Как жена отреагировала на то, что вы в другую семью понесете свои деньги? Жена у меня тоже к таким вещам очень хорошо относится. Она тоже осознанная. И ну, обрадовалась, то, что мы, как бы я не лично не от своего имени, а от имени своей семьи, помогаем другим людям. В общем, она очень обрадовалась, была в восторге. Друзья, сегодня мы вновь у нашей хорошей знакомой Гаухар. Вы ее видели прошедшей зимой. Сюда приезжали мы с Ильясом. А оказывается, Ильяс хитрец. Помимо этого приезжал еще сюда и подарил этой семье вот такую замечательную коляску. Как будто она особой модели. Видимо, ну не продают у нас коляски для людей с ограниченными возможностями в таком юном возрасте. Но Ильяс молодец, он сосредоточился и сделал ее по собственному эскизу. У девочки есть все-таки шанс, потому что организм молодой, он растет, он меняется. И мы все надеемся, что в ее жизни будет все хорошо. Айзере, Аялым и Инкар. Вот ребята наши смена Атамекеном такую поддержку организовали. Сіздерге рахмет көп-көп. Алладан етсін. Отбасыңа бақ береке берсін. В преддверии 1 июня мы решили, не мудрствуя лукаво, зайти в спортивный магазин, купить мячи и дарить их деткам в бедных районах. Друзья, сейчас едем домой очень счастливыми, потому что сегодня как минимум 40 человек испытало крупицу счастья, которую подарили им мы. И это на самом деле одухотворяет и окрыляет. Как вы видите, команда Меннинга Атамекеном увеличивается. Она растет по всей стране. И если ты хочешь стать одним из нас, пиши об этом на сайт atamekenom.kz. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайся на канал. Меня зовут Танир Берген. Увидимся.